До события всероссийского масштаба осталось чуть меньше года, но Росстат ведет активные работы, чтобы предстоящая перепись 2020-го была полной. Она же будет отличаться от предыдущей рядом моментов. Во-первых, изменится период проведения. Если раньше она проходила 2 недели, то сейчас перепись будет длиться ровно месяц. Второй отличительной особенностью и наиболее важной, значимой, это является то, что это первая перепись, так называемая интернет-перепись Российской Федерации. То есть пройти перепись можно будет самостоятельно, используя интернет-ресурс госуслуг. То есть, зарегистрировавшись на портале госуслуг, любой гражданин Российской Федерации, где бы он ни находился, может самостоятельно пройти перепись и указать данные, заполнить переписные листы на себя и на своих домочадцев. Перепись в стране проходит каждые 10 лет. Как и прежде, у граждан будет возможность ответить на 30 вопросов в анкете, касающиеся не только образования, занятости, уровня дохода, но и условий проживания. Уже утверждены формы бланков. Отдельно будут переписываться жители региона, иностранцы и лица без определенного места жительства. Стоит отметить, что гражданин может отказаться от участия в переписи, но информация, полученная благодаря ей, позволит государству прогнозировать условия развития всей страны в целом на будущее десятилетия. Вся информация, которую мы получаем, она обезличивается при обработке. То есть невозможно персонально какой-то адрес взять и к человеку применить, поскольку при обработке мы ее обезличиваем, соответственно, страха использования ее в каких-либо других целях, кроме как статистических, у населения есть такие страхи. Вот я хочу официально заявить, что этого допущено не будет, соответственно, автоматизированная система, она не позволяет это сделать. На сегодняшний день уже создана на территории региона комиссия по подготовке к переписи населения под председательством Марьям Амриевой. В нее входят представители всех ведомств, министерств и руководители местных администраций. В Ингушетии сформирован и 121 регистраторский участок. В регионе также проходила работа по проверке наличия улиц и домов по спискам. Проведена актуализация базы АСВПН, есть такая база адресная. Мы провели актуализацию, то есть удалили из этой базы двойники, либо дома, которые уже снесены, вновь выявленные объекты туда внесли, максимально актуализировали базу. На сегодняшний день она является, на мой взгляд, актуальной. Но мы дополнительно направили в администрации муниципального городов и районов эти картматериалы для того, чтобы они свои замечания и предложения по данному вопросу, рассмотрев. Традиционный подомовой обход, как и прежде, остается. На руках у каждого переписчика будут удостоверения, паспорт и новые электронные планшеты, что существенно упростит им работу. Набирать добровольцев будут через центры занятости, учебные заведения и другие организации. Также желающий может сам обратиться в Северокавказстат в Магасе. Основной акцент будут делать на студентов. Также на планшетах будут установлены цифровые карты для удобства передвижения. Всего в регионе будет около 1000 переписчиков, за каждым из которых закрепит 550 домов. Мы будем получать информацию оперативно, с учетом того, что будут использоваться планшетные компьютеры, в которые будут уже карты встроены, и мы можем автоматически выгружать информацию, которую получают переписчики, и даже более того, мы можем через систему ГЛОНАСС контролировать, где в конкретный момент находится переписчик и какой работой он занят. Тот, кто не хочет принимать у себя дома переписчиков или не особо дружит с технологиями, но желает принять участие в переписи, может заполнить анкету на специальных стационарных участках. Но сейчас, в связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией, возникает вопрос, а не станет ли он причиной срыва планов по переписи населения? Как отмечает в ведомстве, на сегодняшний день ситуация в стране с пандемией находится на контроле правительства, и причин по отмене переписи нет. К тому же пройти ее, как говорилось ранее, можно и в онлайн-режиме. В свою очередь, специалисты Северокавказстата принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность персонала на рабочем месте. Со своей стороны мы у себя проводим уже, начиная с 6 марта, все мероприятия здесь по организации Северокавказстата на территории Республики Ингушетия в целом, и Северокавказстата проводит мероприятия по противодействию распространению коронавируса. У нас каждые 2 часа проводится обработка в помещении. У нас ограничен доступ в здание, то есть мы создали условия приемки посетителей на 1-м этаже для избежания, сокращения, так скажем, контакта.
По итогам ведомства с января этого года на территории республики насчитывается 507 057 человек. Но это не окончательная цифра. Более точные данные будут получены только после переписи. Она пройдет в стране с 1 по 31 октября. Ее предварительные итоги будут известны в первом полугодии 2021, окончательные в 2022 году. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.